Вас усіх у Центрі рамёстваў традыцыйнай культуры. Это адмысловая зала, дзе адбываюцца спектаклі тэатра лялек Капялюш. І сёння тэатр лялек Капялюш прэзентуе вам такую імпрэзу. Тут у нас сёння і вечарына будзе, і танцы, і скокі, і гарбата, і кава, і нейкія размовы. Ну а на пачатку, конечно же, мы прадстаўляем вам сваю новую працу. Сумесная праца, написанная на специально мясцовым матэрыяле «Свету базарны дзень» альбо «Адзін дзень жыцця полацкага базара». Болей нічога не буду казаць. Калі ласка, сустракайце, глядзіце, як-небудзь тут адзін да аднаго туліцеся. Калісьці даўным-даўно ўжо ніхто і не ўспомніць, калі гэта было. Па рацэ, якую сёння мы завём Звіной, плылі караблі. І плылі на іх чужынцы. Палачане, убачыўшы тыя караблі, собрались оборониться. Але убачили, что ты чужинцы высадились на берег с диким товаром. И так цікаво сталося усім, что вырашили поглядеть, что это такое. И тыя чужинцы пропановывали свой товар, а месцічы пачалі меняться з імі на свой товар. І так усім спадабалася, і так было цікава, што вырашылі ўсе разам прызначыць нейкае адно месца і назваць яго базар, дзе можна было меняцца адзін з другім нейкімі цікавымі рэчамі. А як гэта было, і калі гэта было, ніхто так і не ўспомніць. Пярун яго бяры. Ой, не, пра пяруна лепей не будзем. Але ведаеце, што я вам скажу? Лепей мы паглядзім, што адбывалася на тым базары пэўнага дня, пэўнага месяца, Добрый день, дорожэнькі, а? Якое сёння цудоўнае надвор'ечка, пэўна людзей поўна на базаре будзе. О, вось коня буду прадаваць сёння, паспрабую, можа хто і возьме, а? Ой, таки доброго вам денечка. Добрый день. Мои дороженькие. Ой, я гляжу, вы сегодня таки коня продаете. Но як продасте коня, таки заходите до меня у шинок. Добрый день. А ти, может, Жуля, апошние новины милейшие у богатырским ночью некого коня скрали, Да быть не может. Таки я и бачу, что вы сегодня с новым товаром. Кажуть, у Вышаншах учора пива по 40 копеечек продавали, а? Дык у вас, мусить, сёння по акции будет за 80. Ведаете, мой дороженький, вам за 70 продам. Коли вас раней за вашего коня
не схопить пан полицман. Ой, да вас и за 40 не пойду. Все ведают у Полоцку, что вы с гнилой бульбы выгоняете. Да только что у пригожие бутылки все разливаете. Ой, вы расстреляли, моя размотались, пришла, всё. тут. А ну за работу беритесь, тут такие люди ходят заможные. Швирло, розне, бачила даму такую, и паночек некий гарний. Мой некий замежник, а вы тут брешетеся, гучай за працю беритеся, ну. Все. І поглядеть-то нема чого в гэтым провінційному городку. Ну як же, паночек, глядите, вот у нас и перстенки, и хустки модные, поглядите, конь. Ага, конь. Во, 2 раза у меня, ни разу еще не подвел. Поглядите, вот такой славный конь. Як от сердца отрываю. І що, справжній конь? Конечно, поглядите, лепший в районе. Я б не стал продавать горшего коня. Конь тоже не. Паночек! Ой, Паночек! Як я рада вас бачить! От нашої опошньої зустрічі уже стільки часу пройшло! А, паночек! Место не припомню. Ну як же? Ну пам'ятаєте, у Менську з вами на Комаровському ринку? Ми ж самі по моркву стояли, а? По моркву, ну. І я вам на ногу наступила. Ой. Пам'ятаєте, ну? Не, место не припомню. Ну як же? Ну, о, а що тут такі тут цікаві штучки роздають, що ви тут продаєте? а вы поглядите уважно, у нас там есть, а маль что все. А ось моя мама колись була у Варшаві, дик їй тамтейший султан подарив парфуму пані Малевської. Я вибачаюся, конечно, варшавский султан. Так, султан. Ви думаєте, я кушу вам? Не, ну что вы. Раді був зустріти, де треба мені йти час. О, почекайте. Паночек, постойте, почекайте, куди ж ви збираєтеся, да? Так ви кажете, пані Валевская. Так есть у меня тут нечто так само такое, нечто есть, так полепей и варшавским султаном-то и не снилось. Так, где-то оно у меня А там... вот тут зліва нечто пахнет. Так, у меня тут есть... О, знайшла. Пані Собачевська. Смердіть, ой, пробачте, вода тримається 3 дні. Ні милом не змить, ні спиртом не перебить. Берите пану Собачевську. Оно ж дорогое. Ой, да перестаньте, панечка, поглядите на этого славного панича. Да он же не сможет покрывдить такую славную пригожунью, как вы. Я бачу, что это светлейший человек. Конечно, он может себе дозволить зробить милой даме подаруночек. Ой, і скажите, сколько оно коштует? 30 копеек. Ну, в принципе, я могу себе дозволить, а малю все, что, по 30 копеек. Тому, коли ласка, упакуйте этой пані Собацевской вашу, як і пані Валевську, ці стоя плиту може. Які ви славні! Как вас усіх лихо. Приехал на в город, и то тут все ніяк у людей. Как вас усіх. Дорогенькі, подавайте свою фирмовую страву и что-нибудь, так мовить, от нервов. О, таки я гляжу, у паночка нечто здарилося. А холера их бери. Приехал у город по вельми важных справах. Зайшов на рынок и зустрел старую знайомую. Признаться, таки не знайомую зовсім. Може, де й бачив.
Таких у нас у столиці шмат. Хіба усіх ты запомнишь? Хотя я-то пан заможный, я могу себе дозволить усё, и парфуму, и золото, и бриллианты. Але что это за нахабность такая? Вось так приставать на вулице, а? О, так і як же ж гэта знаёма, паночак? Прыходзяць розныя, ведаеце, валацугі, строяць сабе немаведама што, нават як не менш за паслоў ангельскіх. Але я бачу, у вас самую ёсць блакітную кроў. Хоть один пристойный человек у гэтым городе. Да, пэўна ж вы, мой паночак, і пах гною не ведаеце. Ну не гос. О, ну такі калі ласка, бліжэй да стола, дазвольце пачастую вас, як цанителя, самым ценным, што маю ў калекцыі. Цікаво. О, калі ласка, Савіньён Талачынскі. Стары, ведаеце, глядзіце, як вас запыліўся. Нават этикетка облезла. Талацин ведаю, Талацин. Славный город. Коли я последним разом ехал в Париж, то якраз проезжали праз яго, ага, было. О, паночек, сапраўды я бачу, у вас цячэ блакітная кроў. Такі я бачу, вы шмат вандравалі. Ага. І маеце добры густ. А я вот, ой, так, ой, нечто от заморских винов хмелею горстым от тутейших. Ой, пойду, певно, прогуляюсь на дорогенький, ой. О, такі, конечно, паночек, тут ёсць дзе пагуляць. Толькі не забудьтеся, з вас 2 рублі. Ой, 2 рубли. Ну так. Бонус мой, забирайте. Я вы там гуляете. О, дякуй, мой дороженький. О, Идите дякую. погуляйте, тут есть парк отпочинку, а там есть парк не отпочинку. Ой, Сонечка! Сонечка! Не, ну ты бачила гэтага бедалагу? Кажа, Париж, Талачин. Где Талачин, а где Париж? Да по ім бачна адразу, што саладзейшага за рэпу і не ел нічога. Не ведаю, адкуль з Баноніці, з Акімані прыехаў. Ой, Париж, кажа. Круціць сябе немаведама што такі, ой. Господар! Ясі самолепший, господар! Зараз до тебя таки гость прийде, что ранее таких и не захаживал до тебя, господар! О, добрый день, добрый вечер! Подначальник, доброго денечка! Ты все у нас на базаре у парадочку, ты все у нас на местах, вот який важный человек! Сонечка, так я не ведаю гэтага начальника. Да цікаво, ти в гэтым житті важного познав! Так іди отслужи як след! Почекай, знову ти цыгане забыліся свайго коня. Пайшоў прэч адсюль. Это... Калі ласка, добрага дня, паночек. Это... Можа вам што падказаць ці параіць? Ну, я перейшов тут, так, ну... О, такі вы праходзьце, пачувайцеся сябе як дома. Я поглядеть хотел тут. Ага. Ага, тут ёсць што паглядзець, да. Я погляжу. О, я бачу, вы такі сур'ёзны чалавек. Вы, можа, нейкі пан начальнік? Ну, некий и начальник. Ага. Так, я некий начальник. Давайте-ка поглядим. Ага. Так, ты вытираете вот ноги на уходе, а? О, так, паночек. Вунь, бачите, тут... О, дзе? Нават анучка адмысловая лежала. А? Пэўна, Покажите. Так, добре. А ці кажуть вам дякуй, коли сиходять, а? О, таки так, пан начальник. О, Добрые люди яшчэ не тое кажуць. ну, это добре. Ага. Убачимся, ага. Ой, не почекайте, пан начальник. Почекайте, мы зараз усё соберем. Зараз усё будзе готово. Сонечка, подай нашему гостю куриные котлеты. Так и ты что тут жора там лежать?
Тьфу ты, что ты несешь? Ты я что, начали на вечерний банкет покидали? Про що у вас тут розмова? Ой, таки не звертайте увагу. Это я с жонкой. Яна у меня ведаете, часом не ведая, что робить сама. Бывает. Сарочкой компоту налей. Таких это что с парочек кислых храницей варили? Сарочка, не злуй меня. Неси, что с заморскими суфокруктами, дали бог. Самообатно. Ага. А вы ведаете, я не есть заходил. Ага, вот. А таки так, я вам с собой, конечно же, все спакую. А с собой возьму. Попраться Да, у меня не тяжкая, отказная. Та треба їсти уже. Ага, дякую за прийом, убачимся. Конечно, конечно, там на выходе возьмите. У паперку все обгорнутое, А, тепленькое я все, возьму. свеженькое, до побачення такі. До Такі захай побачення. сляпнуться яще, тут яще вон савіньйон талачинський застався. Ой, Сарочка, чи ти бачила? Певно, зараз гэтий начальник нам поменшить оренду. Так а кто там был-то? Ну, не ведаю, такий мажный, с портфелем, увесь лысый. Так это может контролер шлагбаума? Як? Ой, голова твоя сивая да пустая. Ты кого ж оставать надумал? Некий начальник там я може, да? Не, дороженькі, ви ж так само чули. Ён же сказав, що я нейкий пан начальник. Ну так начальник. Може собаку прогнать з базара, може п'яницю якому кулаком пригрозить, а видел бы это мой папочка, а може голубом прикормить некого начальника там себе утонул, Ой, а зохан 840. Ну что ж гэта рається такое? А простоволосился, каб гэтага нейкага начальника Пярун побрал. Где ты там ходишь? Давай худшее уже. Что будет? Ай. Ты крем для волосов не забыла свой? Так, ладно, меня же это... А, воина, это, пудра, Пудра, варшавская пудра, стала принцессой, пылала худра. Покупайте, Вот ты покупайте. умница у меня. Не крем у меня так само, не дебилен, да вы мне. Для так само, для волосов, не для волосов. А вот мой. Для волосов. О, і правда, і мені треба для волосов. А ти мені часом нечто такое з волосами робиться, а? Як ти не помив? Так чешется. Что страх плоский чешется. Мадам, вы снова пришли по адресу. Берите наш кремушек, будут волосы, як у моего коня, хвост. О, вот такие, бачили, які конь? Вот такие у вас волосы будут. Что ты лепишь, несчастный? Что, реклама? Нормально, по-моему. Ну, так может, кремик это ваши добрые? Не, ну так, конечно. Мадам, вы, мадам, конечно, красуля, але ж сёння ўвечары у Полацку у гатэле Бристоль будзе вечарына. Збяруцца ўсе гарадскія модніцы, і каб выхапіць прыстойнага кавалера, вы павінны быць на вышыні. Вы ж правда туды збіраецеся. Я б на вашем месте пошел. Я правда и не ведаю. Я чуў, что там будут паночки здалёк, аж на самого подсвилля. Ого, ничего себе! Может быть, дайте мне этого крему, дайте мне флакончик, дайте мне флакончик этого крему, я пойду, намажуся с ним, уся пойду намажуся, пригожусь не терпеть морозных. Ой, слухай, еще одна такая, и все, мне сдадут нервы. Доброго дня! А вот, гляди, кто пришел, тихо. Так, что тут такое? Ага, Доброго денежка. торгуем? Конечно. А патент у вас есть? Все по первой Все. норме. Ага. Так. О, конь. Конь.
Один у один, як у Богатирській сьогодні ночі скрали. Да что вы, какие это Нет, самые это просто- страли. Треба ж так, у вас упадіння, 100% розкриваємость. А, ты послухай его, а? Пан полицейский наглядчик, ну вы пожартуйте, ну пожартуйте. Головне, кожний раз смішно, а? Головне ж кожний раз смішно. Смішно, Ну это ж зовсім інший код. Это зовсім інший конь. Зовсім інший. У вас это, як у вас там в міліції это зовется? Ориентировка ориентировка. с собой? Конечно. Ну и что там про коня? Ну, конь, 4 ноги. Ага, 4 ноги. А тут, глядите, 4 ноги и хвост. И хвост. У вашей ориентировки про хвост есть что-нибудь? Про хвост? Про хвост нічого. Ну и все, это абсолютно інший конь. Я сам его годовал, я его жеребцом еще взял. Не, ну тоді і правда. У орієнтировці ж нічого про хвост не сказано. Это, хвост. Бачите, у коня, оказывается, ще и хвост есть. Это, а перстенок? О, гляньте, перстенок такий самий, як скрали у пані Золотухиної. Да не, перестаньте, что, не-не-не. Але ж в газетах писали, что скрали перстенок, завушницы и цимбалы. А? Ваша правда, громадянин. Дякую, да. Дякую вам за вашу громадянську позицію. За що рад. Як би скрали усё разом, то і продавали б усё разом. Правильно я кажу? Так, следственний експеримент. Я от і вчора сюди приходив. І когось тут був знайшов. Але забив кого. Ось треба ж так. Ведаєте? Так, збирайтеся усі. А? Пойдем со мною по сторонах. Это гонор чего? Высветлим там, чей конь, ты конь, не Да что ты вы конь. Да перестаньте, пан Дедные полицейский наглядчик. цимбалы. Честные люди. Збирайтесь. Но, нас все в городе ведают. Что? Что такое? Что такое? На нас напали. Что такое? Арестуйте! Арестуйте! Арестуйте этих людей, пан полицейский наглядчик! Это за что еще? Да поглядите, что яны зрабілі з моим тваром! По выгодным коштам все продали. И с моими волосами! Я теперь в таким выгляде пойду знакомиться с замежниками у готеля «Бристоль». Послушайте, дамочка, прекратите истерику. Як по мне, так може і нормально. Нормально. Зараз молоді не такое на голове носить. А людей гэтых, дамочка, ведаете, я чапать за вашего верхову не збираюся. О, закон. Глядите, вон якого коня вигадували. О, яко. Бачно, что люди добрые, сумленные, працовитые. А мы что, фермеры. Ага, фермеры. А вы, дамочка, ступайте, умыйтесь и успокойтесь. Шабу! Шабу, вы на меня кричите! Ой, нечто мне властно! Пан полицейский наглядчик, что ж вы стоите? Ой, Я же совсем благо, глядите, бледную вся. Бежите по лету. Тихо, я сказал. Вот уже зараз пошли кабеты. Лечь что, так одразу быц. И падают. Что вы кажете? По лекаря худчей, пан полицейский наглядчик. О, лекаря! Не забывайте же, ну. Путенька! Лекаря! Лекарь! Лекарь-аптекарь! Лекарь! О, А что у вас тут, а? Температура? Может, тиск? Может, заноза у пальцы? А? Ведаете, славный доктор. Зараз я на ноги гэтую паненочку худенько поставлю. Треба только, ведаете, продезинфицировать инструмент. теперь бачу его. Ого. О, Все правда. Так, где мой скальпель? Нет, не треба! Поглядите, не треба скальпелю, поглядите меня! Я уже з усіми поправилася, ага, і щочки поружавели. вот такая румяная стала трохи. Нормальненько, да. Так, почекайте, хто тут лекар відомий на всю область, а? Мяне тут кожная собака ведає. Про кого недавно в газете писали. Про вас вы все читали. Я Про ж- До вас. його самі йдуть, а до його возом везуть. О, правда. А? То-то ж про мене. Зараз я вам один укольчик зроблю,
Але спочатку треба продезінфіцірувати інструмент. Господи. Он бездонный, поглядите на. Итак, где мой шприц? Куда побегла? Стой! Стой, я тебе за... А я с этого богу побегу. Ай, да доказать! Послухай, нам уже так само нельзя тут стоять. Он же полицейский наглядчик вернется. Он же не может каждый день забывать про нас. Он же обов'язково вернется. Так, Треба збиратися і манаточки. давай тихенько пошли. Вот тут поставлю. Добрый вечер, дороженькі. А я ж ось тут под Полоцком живу недалеко. Ведаете, мы с жонкой, у нас и городчик свой, и живеренку тримаем. И ось так и живем. А кожную неделю я приезжаю ось на рынок у Полоцк. Ведаете, и продам что-нибудь, и людей погляжу, и себе покажу. Весело что-то бывает. Хо! Добрый день. Ой, дороженьки, что за день-то таки сегодня? Ай, Денюшечка, да. Ой, отстояли. Одна дама и та некая ненормальная, нервовая взяла. Копеечный кремушек взяла и некая одеколон, что у тебя там лежало? Собачевская твоя. Собачевская твоя. Ну, а коня так не можем продать никак. Ага, не берусь, не веруют, что наш, и Ой, все. я верю, я верю. Так, конь ваш, я бачив коня вашого, він же без збруї. Так, мусить, коли ви його у богатирськім раніці збирали, так не все взяли. Могу вам ось пропонувати со свого коня збрую. І вона стара, да і вам же не землю орать, вам так на ринок тільки приходить. Ой, дякую тебе, добрый человек. Во, а возьми во хустку, во, для жонки своей счастье будет, здоровые детки будут. Гэтая своими руками хустку робила, а коли хочешь, могу еще поворожить. Ой, чую кроки пана поліцейського наглядчика. Ну, будь здоров. Щасливенько, дякую вам, дякую. Не, ну таки що за день таки сьогодні, а? Ой, одно розстройство. Прийшов некий оборванець, а мене як чорт поблитав. Прийняв його за некого важного пана начальника. Да ти що? І все самое лепше я йому віддав. Такі, ладно, віддав, такі гроші ж не взяв. Ай, Шлема, ну тебе это проблема, ну... Кому що проблема, і ще тая проблема. А я могу тебе его мех бульбы продать, черницу ведром, мрежонка ось назбирала, могу дать. Нагонишь себе горелки, наваришь компота, и все, и гляди, отобьется твой вечер сегодня. Не, ну таки я, конечно, возьму, таки я бачу, що ти таки добрий чоловік. Послухай, коли усё свайго вазочка сьогодні продасі, так заходь до мене у шинок. Там ще савіньйон Талачинський застався. Дякую, Шлема, я ж не уживаю. Ой, не могу, живот скрутило, помру, не доберусь я до станции. Ой, а ты что, до Шлема у шинок заходил? О, возьми ляновый семень. У меня теща як наготує, так то ж саме. Головне, жонці так нормально, а я прям кладуся. Не могу ні сісти, ні встати. Ось ляное семечко мені і допомагає завсюди. Да я б і взяв, да грошей не зосталося ні копеечки. Там 30 копеек отдать, там 2 рубли к этому Шлеме. За что? За живот? Ой, могу только что тебе папиросок осыпать. Заморских. Ха,
И на тым дякуй, добрый человек. Ха, поправляйся, не хворей. По-приморски заморские, а пахнут горь за мой самосад. Хитрец. Тоже мне, правда? Что ж мне теперь робить? Что за день такий неудалый? Я теперь у готель Бристоль пойду в высокий свет. А что у вас, паненочка, здарилося? Такая пригожуня, и сумуете, плачете нечто. Ну так вы что меня здарилось? Поглядите, что у меня с тваром. Поглядите, что стало со своими волосами. По-моему, так все и добре. Але могу пропоновать вам крапивы для волосов. Заварите кипнем, так, запарите, помыйте. Его бурачок для румянцев, а? И будете, як моя жонка, она самая пригожая. Она користается вот только такой косметикой. Ой, ну дякую за коллеги. Может поцеловать тебя? Вот, а вы жонки не доведалась. Так, доброго денечка. Ага. Добрый день. Я вас не припомню, молодой человек. Вы тут давно торгуете? Кожную неделю приезжаю, пан полицейский. Ага, а патент есть? Конечно, есть. Вы уже раниться и пытались. А? Ой, ведаете, есть такая проблема. Я все забываю. Ничего ніяк запомнить не могу. Так вот, пан полицейский наглядчик, возьмите у меня веревку. Что? Веровку? Я тебе сейчас веровкой. Ну постойте, вы ж не дослухали нам. Ты будете себе на нее гузельчики завязывать, как не забывать. И что, допомагає? Ну мне-то помогает. Ну, дякую тебе, добрый человек. Конечно, конечно. Ага, так, это... Чекай, а патент у тебя есть? Да ёсь, вы уже пытались. Давайте гузельчик завязывайте уже. Вот. Добре, добре. Все, до побачення. Работа у меня не вельми важная. Ага, добре, що все это разумеют. Вуль уже шинок зайшов, так мяне і почастовали, ранее не частовали. Час змінився. Поважать стали, вот. Так вы, может, семочек возьмите у меня, вот. Как не сумно было робить свою важную работу. То есть, звичайно, часу нема. Браму отчини, зачини, после подместью все, а? Давай два. Давай два кулечки раздам, может, ага. Ой, вот вы мне скажите, коли ласка, ці для того ж я 6 год вучился у ветеринарной академии у Витебску, как после от меня утекали дамы и все собаки и не давали зробить им укол, а? Не, ну я ж ведаю, что я роблю. Я ж дипломований специалист. А яны мне не доверяют. Про меня нават у областной газете писали. Писали, читали. Вот, а там благого не напишут. Не. А ведаете, народ-то темный. Да ему подыход треба иметь. Ага. И сноровка додаткова. Так я ж возьму шприц и подыходжу заўсёды. Так а я, вы лепей возьмите подорожник и себе до ранки прикладите где-нибудь. Ага. И людям лепей подорожник давайте. А то вы скальпелем своим только людей полохаете. Не треба. Да? От, глядите, бачу вученого человека. Подыход до ўсяго трэба мець. Ой, Так, дякую вам, Галина. ой, пойду продезинфицирую подорожник. Я гляжу, у вас тут торг горячий, а? Так может для меня что есть, а? Ха. А для вас, дороженьки, у меня есть тумак и по шапце. Что? Что бы это такое значило, а? А хіба ж я не бачу, що ти усіх прямо з раниці подбухторюєш на конфлікт, а? А? Хіба ж я не бачив тебе, а? Сябри, поглядите на його. Что?
Что? Да это ж сапраўдны чорт, ну самый натуральный. Да ты чорт! Нічого ти, що ти? Вот я зараз тебе за то, что людей подманываешь, а? Я ще не Сюди, сюди вяжи! Я ще не треба, ой! А? Ти не трогай, ой! А кто на вроде баба мать? Будешь ли не делать, а? Большой ты не понимаешь, отдай кошелек, а то потираешь. Дякую вам, дорогие глядачи, дякую, что вытравили нашу игру, постановку. Сегодня для вас играли Наташа Шипилова, Ставчук, я, Андрей Ильич. Дякую вам.